Рекордное количество производителей винодельской продукции приняли участие в этом году в Национальном дне вина. «Наше вино покоряет мир». Под таким лозунгом прошел фестиваль. 7 и 8 октября на главной площади страны в этом году собрались более 100 производителей качественных вин и дивинов, а также домашние виноделы, которые десятилетиями производят вино по рецептам наших предков. Традиции виноделия сохраняют и победители национального конкурса «Золотая бочка». Ими стали молодые и опытные виноградари Гагаузии и Молдовы, которые поделились формулой своего успеха и отметили, что несмотря на засуху, в этом году урожай хороший. Виноделие у нас в регионе, в Гагаузии, оно имеет многовековую историю. И начиналось во многом оно имело бытовые корни. Любое крупное производство когда-то начинается с малого и начинается с бытового виноделия. Я желаю всем участникам расти и когда-нибудь стать крупными производителями. Каждый год особенный, сложно говорить. Каждый год получается всегда разное особенное вино, это зависит от ряда факторов. Я рад, что нам удалось в этом году сделать хорошее вино и победить на этом конкурсе. Занимаюсь долго 2007 года, это хобби, как бы выигрываю каждый год. Уже третий раз по Молдове выигрываю, это третья бочка по Молдове. Ну, это хобби. Вот кто занимается, старания много надо и получается хорошее вино. В этом году виноград как бы, не получилось в этом году, посмотрим. Еще буду делать, конечно, вина, буду покупать виноград. Постараюсь сделать, чтобы в следующий год выйти опять сюда и выиграть. Опять, чтобы было красиво. Часто надо проводить. Часто проводить, чтобы люди видели, действительно, сюда попасть очень трудно. Это надо столько усилий сделать. Вы видели, сколько дегустаторов вышли на сцену. Малейшее что-то, сюда трудно попасть. Тут нету первых, вторых, третьих, только первое место. Займете, попадете. Нет, значит... Чтобы иметь терпение сделать такое вино, я работал в колхозе имени Котовского больше, чем 30 лет. Я с детства делаю вино. И я рад, что и радость, и сельчан, что мы производим такое вино. Наше вино мы экспортируем в многих стран. И нашим рынок на Молдавии. Люди гордятся, которые покупают наше вино, потому что имеет и вкус, и арому. И надо производить. И желаю всем, которые работают в виноградарстве. Председатели торгово-промышленной палаты Гагаузии и Молдовы отметили важность проведения Национального дня вина и продвижения культуры потребления молдавской винодельской продукции. Конкурс «Золотая бочка». У нас в регионе этот конкурс называется «Алтын Фычы». Он проходит в 2 этапа. Региональные конкурсы и победители на региональных конкурсах участвуют в республиканском конкурсе. Соответственно, на республиканском конкурсе сегодня вручили и стали победителями 3 представителя и производителя домашних вин из Гагаузии. Это Сказакли Белиогла Юрий, это Нягов Василий из села Кирсово и Русев Виктор из Чедерлунги. Сегодня на фестивале вина республиканском эти производители получили соответствующие дипломы, поздравления от министра сельского хозяйства и президента торгово-промышленной палаты и оргкомитета, который организовывает этот конкурс. Соответственно, мы показали неплохие и хорошие результаты по результатам урожая прошлого года и прошлых лет. Рад, что вы пришли на этот праздник, который организован офисом по поддержке виноделия в Молдове. Я думаю, что это основной праздник, в Молдове, потому что, вы видите, почти 200 компаний сегодня мы видим здесь, в центре города. И это продвижение как на местном, так и на международном рынке нашего основного товара для экспорта. Виноделие это тысячелетиями развивалось в нашей стране, и я думаю, что мы должны это поддержать
как сейчас, так и в будущем. Не зря вот торгово-промышленная палата и организовала этот конкурс «Золотая бочка», через который мы хотим показать, что вот у нас традиции тысячелетия производства в нашей стране, а также поддержать местного маленького производителя. Я даже хочу подчеркнуть, что каждый год из нашего региона Гагаузской автономии участвует очень много и выигрывает этот конкурс. Почему? Потому что очень хорошие специалисты, которые дома делают очень хорошее вино. Это первое. Второе, то, что мы учим людей хорошим традициям, и на румынском языке будет консуму коррект де вин де кассы, то есть потребление домашнего вина. Поэтому я желаю всем тем, которые нас смотрят из Гагаузской автономии, участвовать в конкурсе в следующем году и выиграть эту бочку, которую торгово-промышленная палата организует этот конкurs. Vreau să felicit câștigătorii Polobocului de Aur, care din an în an au curajul, produc vinuri calitative și participă la acest concurs. Îi felicit din tot sufletul și le doresc din simpli producători de vin de casă să devină producători profesionali, să-și înregistreze plantația de viță de vie, mai apoi să-și ia la evidență vinul, să devină mici producători, să lărgească mare armată de mici producători, care sunt deja 60 la număr și dintre care un număr foarte mare anume au venit de aici, de la vinul, producând dintâi vinul de casă. Noi clar că participând și în comisia de degustare, înmânând aceste trofee, îi identificăm, mai apoi vom veni la ei, îi vom cointeresa ca ei să participe la diferite proiecte, mai ales acum avem proiecte inițiate de către USAID, proiectul de competitivitate și reziliență rurală, unde vor primi consultanți care îi vor ajuta de la un simplu vin de casă să facă un vin care mai apoi să-l legal, să-l comercializeze și să-și facă un, să zicem așa, o afacere din această îndeletnicire. Îi felicit pe toți încă o dată. Eu am participat în comisia de degustare și iată că noi am identificat comisia, am identificat aceste vinuri care au fost premiate astăzi cu Polobocul de Aur. Să-mi placă această întrebare, o primesc pe parcursul anilor, îmi place vinul de calitate, indiferent, alb, roz, roșu, licoros, sec, demisec și așa mai departe. В рамках Дня вина свою продукцию выставляют и винодельческие предприятия Гагаузии. Кто-то в этом году впервые принимает участие, кто-то уже за годы имеет своего искушенного ценителя отечественной продукции. Наша компания разливает вина и продает с 2016 года. За последние 4 года мы участвовали в 48 международных конкурсах, получили 132 медали, 51 золото завоевали, 32 серебра. В общем, ассортимент у нас очень большой. Базируемся на автохтоны, местные сорта винограда, сорта новой селекции и купажи с европейскими сортами винограда. В этом году мы приготовили много интересного игристого вина, поэтому рады представить гостям все, что мы приготовили с большим удовольствием. Я скажу, что в последнее время каждый год с какими-то сложностями приходит к нам, но мы стараемся держаться на плаву. У нас дружная, хорошая команда. Хотелось бы, конечно, чтобы была и внешняя помощь, не только наши внутренние силы. Год сложный, засуха очень сильно влияет. Конечно, это очень значимый праздник, когда мы можем представить и наши новинки, и познакомиться напрямую с нашими клиентами, с кем-то познакомиться первый раз, кому-то просто представить то, что у нас появилось новое. То есть мы рады таким мероприятиям и таким праздникам. Для нашего предприятия год был достаточно, как и у всех, с одной стороны, очень сложный, так как упали значительно продажи из-за того, что инфляция,
война в Украине и так далее, упали сильно продажи. Но с другой стороны, это, ну, как и любая, делает нас, наверное, сильнее и в том отношении, что заставляет ситуация раскрывать какие-то скрытые потенциалы по развитию нашему, определению каких-то новых направлений, открытие новых проектов. Поэтому пытаемся использовать этот случай как в положительную сторону. Давайте, 2 дня это для посетителей и для гостей. Для нас это очень долгая подготовка. Поэтому прежде всего хочу поблагодарить наших коллег, всей команде, которая нам помогает, чтобы все это выглядело очень хорошо. А 2 дня посетителей – это приятные эмоции, это абсолютно довольные лица людей, которые посещают нас, людей, которые пробуют наши вина, людей, которые в том числе наших потребителей и потенциальных потребителей. То есть это праздник национальный на самом деле. По винам в этом году у нас есть новая серия. Это вина в алюминиевых баночках. А так стараемся, понимаете, вино это классика. То есть каждый год или сезон что-то новое открывать не всегда удается. А выдерживать качество в том отношении, чтобы клиенты были довольны, выдержать качество и выдерживать ту планку, которая задана достаточно высоко по качеству, это ежедневная работа всей команды нашей. Как отмечают представители винзаводов, этот год был трудным в плане осадков. Виноград недостаточно имеет кислинку, но в целом урожай хороший. А вот в плане экспорта есть проблемы. Трудности, скажем так, где был, значит, низкий сахар, где вот так вот. Такие в основном трудности. Но, чтобы вы понимали, у нас производство, и мы трудностей не имеем, скажем так, по производству винограда. Да, экспорт в этом году, конечно, упал. Мы же в основном были ориентированы на Россию. И в связи с этими обстоятельствами вот так получилось. В этом году мы первый раз принимаем участие. Конечно, мы не думали, что так пойдет продажи, но продажи неплохо пошли. Довольно-таки интересное, хорошее мероприятие. Конечно, оно, получается, обобщает нашу всю Молдавию и, наверное, какой-то культуре, развитию. Вижу, молодежь туда приходит, смотрит, наблюдает, в общем, пробует, дегустирует. Потому что в одно время у нас, скажем так, культура перешла на крепкие напитки. Сейчас, может быть, даст Бог, перейдет на тихие, нормальные, скажем так, вина. Год был рабочим в первую очередь. То есть мы работаем всегда, работаем хорошо. И, конечно, сейчас обстановка такая, скажем так, сложная, но тем не менее все равно мы идем вперед. И это самое главное. У нас прекрасный, замечательный край, замечательное предприятие, замечательные люди на нем работают. Сегодня вообще прекрасный день, день вина. И хотелось бы, чтобы все было только хорошо. У нас только качественная продукция в Молдове на самом деле. То есть проделана огромная работа, у нас есть офис вина и виноградарства. Я всем рекомендую покупать молдавские вина, наши вина, вина других производителей тоже замечательные есть. Поэтому, конечно же, это важно. Это знаменательный день. Этот день показывает достаточно большую мощность индустрии виноделия в Молдове, ее перспективы. Каждый винодел может посмотреть, что сделал другой винодел в течение года. Ну и плюс, конечно же, туризм это развивает, привлекает гостей. То есть я считаю, это очень важный праздник, естественно, конечно. Представители винодельческих предприятий Молдовы отметили, что нужно из года в год приучать наших жителей и туристов к молдавской продукции и культуре употребления отечественных напитков. Год был тяжелый, да, как вы сказали, засушливый. Кроме того, есть кризисы в плане
экспорта, в плане транспорта, как правило. Но, тем не менее, держимся на плаву, стараемся держать марку, держать качество и работать на продажу хороших вин. Безусловно, очень важно, имеет большое значение для популяризации именно качественного вина. Объяснить людям, что домашнее вино – это не то вино, которое можно купить в бутылке. И да, действительно стоит переплатить 20-30 лет для того, чтобы попробовать хорошего качества шардоне, савиньон, либо ту же виарику или хорошее красное вино, которое в домашних условиях просто невозможно сделать. Participăm foarte des așa gen de evenimente pentru că vrem să fim cât mai aproape de consumatorii noștri. Anul a fost foarte bun, însă oricum se simt consecințele secetei. Этот год был достаточно продуктивным. Сейчас еще проходит сезон, перерабатываем виноград, работаем, продаем вина. Это прекрасное мероприятие, это настоящий праздник как для виноделов, так и для любителей вина. Во-первых, у нас вино делается из винограда, выращенного на собственных виноградниках. Это играет огромную роль в качестве вина, в ароматике, интенсивности, во многих моментах. У нас есть огромная коллекция вин, урожаев 60-х, 70-х, 90-х годов. У нас есть новая линейка наша с буквой Т, Тараклия Вайнери. У нас есть купажи, Каберне Савиньон с Мерло, Каберне Савиньон с Пино Нуар. Очень интересный, красивый сорт, насыщенный, ароматный, интенсивный во вкусе. Ну, я думаю, что надо как можно больше проводить таких мероприятий, чтобы покупатель стоял лицом к лицу с производителем, чтобы был вот этот контакт. Это очень важно. Это позволяет людям видеть, что это не просто какие-то безликие компании, а это люди, которые работают, трудятся и производят эти прекрасные вина. И это, безусловно, будет помогать продвижению молдавских вин и на внутреннем рынке, и на внешних рынках. Самая медалированная компания Республики Молдова, которая только за 2022 год получила 438 медалей и разные номинации на международных конкурсах. Имеем в своем арсенале около 40 наименований вин для любого возраста, для любого вкуса. Мы люди, которые не ждем подачи откуда-то. Мы очень сильно надеемся на Бога и еще на свои силы. Это семейная компания, в которой работает очень интересный, хороший коллектив, давно сплоченный. И нам удалось поставленные задачи выполнить. Есть моменты, которые не зависят ни от нас, ни от государства. Это климатические условия. Но даже так мы постарались, там, где надо было, сделать полив собственными силами, чтобы виноградник не пострадал и чтобы виноград получился качественным. Наши вина, такие вина, как Illustro белые, Illustro красные, это топовые вина. Illustro красное самое медалированное вино Республики Молдова. Есть вино чемпион, как мы говорим, Барбаро, которое появился в 2022 году, но уже его полюбили во всем мире. Есть, конечно, вино Негре из двух наших сортов автохтонных. Это Рара Ниагра и Фетяска Ниагра, который в 2022 году получил титул лучшее красное вино мира на международном конкурсе в Брюсселе, где он был в соревновании с большим количеством вин со всего мира. Было больше 5000 красных вин со всего мира. И таким образом Республика Молдова стала известна
очень многих, которые до тех пор даже, может быть, не слышали о такой стране. Таким образом, Республика Молдова стала известна не только, где она находится, но что она производит вина и высококачественные вина. Наши виноградники находятся на границе и с Гагаузией, и мы очень часто работаем с вашими людьми, пересекаемся, и у нас есть интересные, хорошие партнерства с людьми из Гагаузии, с организациями из Гагаузии. Несмотря на сложный год, в некоторых аспектах на суд зрителей все же привезли качественную продукцию, которая производится как из автохтонных сортов винограда, так и европейских, а также отечественных. После 2 года пандемии и после года, в котором мы находимся на границе с Украиной, который нам очень многое испортил по поводу экспорта вина, 2023 год для нас был очень урожайный. Мы нашли новые дороги и пути делать наш экспорт для Китая, для Америки, для Канады и для Азии, а также мы начали и нашли новые рынки в Европе. То, что для нас очень важно, иметь стабильные рынки, чтобы было постоянный экспорт и постоянный клиент. Культура вина у нас в крови у каждого молдавана, потому что каждый молдаванин имеет у себя в подвале бочку вина, и он видел, как наши дедушки и наши отцы делали вино. Вино – это наша самая важная визитная карточка, которая продвигает нашу страну. Это с вином мы открываем любые двери в Европе. И в последние 10 лет я могу сказать, что культура питья вина в Республике Молдова изменилась. Если 5 лет назад наши граждане пили сладкие, полусладкие игристые вина, например, или вина, сейчас люди ищут качественные вина, игристые брют, ищут вина, которые держались в дубовых бочках, и начали продвигать культуру вина молодежь, то, что очень важно. Чтобы правильно пить вино, не напиваться, пить стаканчик вина в хорошей душевной компании, даже обсуждать это вино, какие там ароматы, какие там вкусы и кто это произвел. Вино Наян 2011 года. Мы его произвели 4 года назад, и в течение этого периода это вино взяло минимум 10 медалей на разных интернациональных конкурсах и не вернулось никогда без золотой медали. Это вино, которое флагман, которое нас сделало знаменитым в европейских странах, а также и в Азии. Некоторые производители винограда и вина отметили, что этот год был урожайным и смогли экспортировать свою продукцию в новые страны. Каждый год всегда бывают какие-то трудности, непредвиденные обстоятельства, особенно когда случается какое-то несчастье в соседней стране, всегда это связано, понимаете, с экспортом, отражается, скажем так, на продажах. Сложно, конечно, когда в соседней стране беда, но мы стараемся поддержать их. Немножко экспорт от этого страдает, но в целом очень хороший год получился. Если не обращать внимания на некоторые нюансы, то очень хороший год. Мы производим в основном дивины, мы специализируемся на производстве дивина высокого качества. Насколько она востребована на внутреннем рынке, вы знаете, это очень такой субъективный вопрос, потому что у нас есть свой потребитель, который нас знает, любит, узнает. Каждый год на выставках приходит знакомиться с новыми позициями. Есть новый потребитель, который еще не знает о нас, пробует знакомиться, делает свои выводы. Тут сложно сказать. Михаил Мачука – один из тех виноделов, который бережно хранит секреты предков по производству вина и успешно их применяет. Вернулся к тем старым технологиям, без бариков, без чипсов, без этих современных добавки. И делаю ограниченное количество вина, 1000-2000 бутылок, каждое наименование. И вина всегда я делаю из одного сорта, не смешивая сорта, без купажей и сепажей. Вина сделаны только из сусла самотек, без пресса, без тяска. Все вина с поздний сбор,
И еще из специфики у нас есть 2 вина без сернистого ангидрида и нефильтрованные вина. Это в Европе это категория вин веган. И спрос, если насчет спроса, пользуется спросом, мы недавно на рынке, мы уже 5-й год, как мы начали этот бизнес. Это семейный бизнес, и дочка в этом участвует. Больше она занимается социальными сетями, и наш сайт. И в этом есть и спрос. А если говорить уже о целой республике, наверное, вы получите ответ в Национальный офис винограда и вина. У них есть статистика, есть... Ну, если, смотря на то, что мы сейчас видим, наши вина молдавские завоевывают все много медалей на разных конкурсах. Братья Сырбу из села Чумай в этом году на суд гостей фестиваля преподнесли вина, которые изготовлены из винограда, выращенного на просторах страны. Известные сомелье стараются не использовать современные технологии, а делать вино по советам предков. Многие регионы жалуются на более низкую кислотность. К сожалению, это из-за засухи. Но в целом виноград очень качественный получился. И то, что мы вот сделали, правда, мы с севера Молдовы взяли рислинг со старых лоз. И это правда север Молдовы, но виноград мы очень довольны, потому что такой фруктовость очень яркая. Виноград получился очень... Ну, когда привезли ягодки, все целенькие, красивенькие. Поэтому... И разговаривая опять же с рабочими, когда они говорят, что виноград очень красивый на винограднике. И, конечно, хотелось бы, чтобы еще больше влажности. Может быть, были бы определенные средства. Конечно, хотелось бы там установить капельное орошение. И все, надеюсь, в будущем. Да, однозначно, конечно. Да. Мы чувствуем поддержку и грантовую, в первую очередь, поддержку, и поддержку правительства в плане того, что законодательство позволяет, если сравнивать с другими странами, у нас не очень жесткое законодательство, позволяет развиваться на начальных этапах, и вино очень качественное. Я считаю, что мы растем, вино становится интереснее, появляются новые стили вина, потребитель стал более искушенный, стали больше, наверное, ездить. Ездили и раньше, наверное, но в последнее время, что ли, вино входит как в моду, наверное, стало хорошим тоном разбираться в вине, и потребитель стал более искушенный. И, естественно, растут требования и к нам, и поэтому виноделы вынуждены что-то придумать новые, какие-то идеи, новые ходы, и жизнь становится все интереснее и интереснее, в мире вина, во всяком случае. Очень важно, конечно. Во-первых, это контакт с нашим покупателем, потребителем, потому что эмоции, это вино, это я себя называю, да, когда в свою бытность работы сомелье в ресторане, я называл себя продавец эмоций, потому что так же и здесь. Очень важно наладить личный контакт с будущим потребителем. Это общение, ты рассказываешь свою идею, не потому что плюс-минус вина делаются одинаковые, да, но у каждого есть, скажем так, в мелочах, а главное таится в мелочах, да, то есть все то, что нужно доносить лично. То есть основную идею, то, что я хотел привнести в вино, да, для меня вино это не про бизнес, это про творчество больше, да, и тут важно донести основную идею до потребителя. То есть важен контакт и важны встречи, люди общаясь, то есть они потом приезжают к нам, приходим, мы в городе находимся. И, то есть вот этот личный контакт, он, конечно, важен. Ну и продажи для нас в течение этого дня, это позволяет нам, например, закупить бутылки сейчас, да, то есть нам сегодняшний день по продажам позволяет совершенно вот завтра купить палет бутылок. Значит, мы разольем новое вино. Конечно, важно. Карагани – это семейная винодельня с национальным характером из Гагаузии, которая занимается выращиванием винограда и производством вина. Благоприятный микроклимат, современные технологии, соблюдение лучших традиций нашего региона, опыт, накопленный веками и передаваемый из поколения в поколение, позволяют производить вина высокого качества в благоприятных условиях нашего региона, отметил винодел Георгий Червень. Год, конечно, был тяжелым. Засуха
мы не имеем годовой запас влаги на виноградниках еще с прошлого года. Еще добавили в этом году. Поэтому задача у нас именно в Вулканештах, я говорю о нашей винодельне Карагане, стояла, чтобы сохранить кусты. Естественно, урожай у нас получился процентов на 40 меньше. Ну, качество у нас всегда стабильное. Выход в белых был отличный, но в красных выход немножко уже, то есть как бы маленький, потому что идет отток в корневую систему. Но вместе с тем, спасибо Богу, работаем. Вина в этом году будут особенно красные, то есть тельными, полнотелыми, яркими, я думаю, что мы не подведем наших любителей вина. Ну, спасибо, что праздник проводится постоянно, только вот период пандемии не проводился. Я вам скажу, что мы на примере нашей винодельни, то есть принимая туристов, всегда стараемся рассказывать, показывать и воспитывать в плане потребления, культуры потребления вина. И я вижу, что все-таки культура потребления растет, праздники удаются, все больше и больше народа, интерес, особенно молодежи. Гости фестиваля отметили, что в нашей республике умеют изготавливать качественное вино. Этот праздник давно полюбился многим. Участие, но атмосфера нам очень понравилась. Мы пойдем дальше обследовать. Чем чаще, тем лучше. Потому что народ любит праздники. А сейчас и так много темных полос в жизни, поэтому было бы хорошо проводить почаще. Обязательно в Молдавии, это без этого никак. Надо проводить. Представление о стране меняется, и гости приезжают. Foarte bine, atmosferă pozitivă, lumea veselă. Sper să fie bine până seară. Настроение foarte bună. Это очень важно, потому что культура употребления вина, это надо воспитать потребителя, потому что пить вино это искусство, это продукт людей творческих. И творческий продукт надо употреблять по-творчески. Провел маленькую дегустацию, все замечательно. Погода немножко начала подводить, а так все отлично. Я считаю, это очень важно в рамках того, что виноделие является одной из составляющих структур нашей экономики, в том, что у нас очень богатая страна, очень богатая культура, очень богатая земля, и наши вина на самом деле очень хорошие, это важно. Продвигать культуру потребления и как визитная карточка нашей страны. Праздник прошел в течение 2 дней, чтобы у всех была возможность познакомиться с молдавским колоритом и попробовать национальный напиток. Ежегодно виноделы Молдовы экспортируют вина в более чем 75 стран мира. Производители национального продукта в прошлом году привезли с международных мировых конкурсов и выставок многочисленные награды. Фестиваль вина в Гагаузии пройдет 4 ноября.